14,9, 15, 6, 30%, я не понимаю. Мы ждем ваши проблемы. Пишите. Александр Бог, Таня Борисова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. В студии с новостями Наталья Шатова. Здравствуйте. Канадская полиция уточнила число жертв стрельбы в мечети в Квебеке. 5 человек погибли, как минимум 10 были ранены. Террористы перед тем, как открыть автоматную очередь, кричали «Аллах Акбар». Всего в момент нападения в здании находились около сотни человек, которые пришли на вечернюю молитву. Как пишет сайт nsn.fm, полиция задержала 2 преступников, 3-го ищут. Произошедшее было квалифицировано как теракт. По данным новостного агрегатора СМИ-2, главное сообщение часа о том, что Объединенные Арабские Эмираты упрощают визовый режим с Россией. Теперь туристы смогут получить визу непосредственно в аэропортах этой страны. Об этом сообщил премьер-министр Эмиратов, однако не уточнил, когда новые правила вступят в силу. Эмираты хотят стимулировать туризм, хотя только за 2 года страну посетили более 600 тысяч россиян. Экс-глава ООН Пан Ги Мун может занимать государственную должность в Корее, в том числе баллотироваться в президенты страны. К такому выводу пришла спецгруппа парламента, которая перед принятием решения анализировала резолюцию ООН. В документе прописано, что бывшему генсеку нежелательно занимать правительственный пост. Но для того, чтобы возглавить государство, он должен доказать, что его предыдущий опыт работы не скажется негативно на интересах Южной Кореи. К слову, Пан Ги Мун, еще будучи действующим главой ООН, опережал в рейтинге других кандидатов в президенты страны. В этом году в центре Москвы благоустроят 2 парка, 4 знаковые территории. Среди них парк Новодевичьи пруды, сквер Девичьего поля, а также территория у нескольких домов по улицам Ладожская и Дружинниковская, а также по Сущевскому валу и Рогожскому валу. На севере столицы